Мафрич. Махов. Здравствуйте. Прежде всего, я хочу сказать, как я счастлив, потому что я здесь оказался, потому что я считаю, что я очень многим обязан адыгским языкам и адыгам. Дело в том, что адыгейский язык очень сильно перевернул мои взгляды на то, какие языки бывают вообще. А кроме того, в Адыгее я нашел несколько очень хороших друзей. Вот, наверное, это даже важнее, чем взгляды на язык. Тем не менее, я хотел извиниться, потому что я делаю этот доклад не на адыгейском языке. Дело в том, что я думаю, что сконструировать одно адыгейское слово у меня бы занимало около 30 секунд. Вот это было бы очень долго. Я представляю здесь Московский западно-кавказский лингвистический проект, в который постоянно входит 5 человек. Мы собираемся на семинары, делаем доклады об адыгских языках. А если нам нечего сказать, такое тоже бывает, мы на самом деле просто читаем адыгские тексты с большим удовольствием. Но надо сказать, что исходно наш проект был предназначен для студентов. Это была практика, это была выездная практика для студентов, для того, чтобы они могли познакомиться с языком, который сильно отличается от тех языков, которые им известны. И таким образом, 10 лет назад мы впервые попали в экспедицию Адыгею. Сам проект был основан 3 людьми, вот они перечислены на слайде. Это Яков Георгиевич Тестелец, Нина Романовна Сумбатова и Светлана Юрьевна Толдова. На фотографии позабратачен прожир заутавшал шатар цифришти захор Тестелец Георгий, Яков Сумбатова Роман, Нина Толдов Юрий, Светлана. Из 2010 года вот этими экспедициями в принципе руководим Петр Аркадьев и ваш покорный слуга. Ненитра бшла ган дешежем шла шланзей вот дхатам и унахваш шатар Аркадьев Петр Ландер Юрьевич Езер. Где мы были перечислены на следующем слайде, но для экономии времени я его пропущу. Даш ахр на фафи пашам пит
проектом же фотографии, а полно без бюджета замания с каханком же. Не стоит это говорить. Я думаю, стоит говорить. Ну вот, лучше все-таки рассказать о том, что мы были, сначала мы были в ауле Хакурнахавль, где мы занимались, ну, как бы исходно мы хотели заниматься абадзекским диалектом, однако фактически мы занимались, конечно, чингуйским диалектом. Да, я подойду до пошежа Хакурнахавль, шар, абадзехабажу, джахамитраши. أبدك بسلسلة قد فتنو ديوج دي حاش حاجة يجوز حاجة ده قد فتفا يزجم بقول بسلسلة راسشي. Один год мы посвятили шапсукскому диалекту, агуй шапсук. Зейласер минитра являна, зейласер агуй шапсук, шесок бсلسلة قد فتش асши. И с 2010 года мы работаем в ауле Кабихавль и также в ауле Уляп, где мы исследуем беслинеевский диалект. Министра пшикуш тасха миквасунча яз адивем тшас я пасча чамер вебсайт кабахабля пшитхуту итана уля пожари чиз важашаш беслени псайт шизатгашу. Обратиться к беслинеевскому диалекту нам посоветовал покойный Мухаддин Абубекирович Кумахов. А важхан тшидажанер чанжашо безетавшта дуняне хжа Кумахом хадин хамсчарас. И я хотел обратить внимание на такой факт, что в практике экспедиционных исследований кавказских языков одному языку обычно посвящалось не более 2 экспедиций. А в адыгские диалекты Адыгеи мы провели уже больше 10 экспедиций. И в 2009 году появился промежуточный итог нашей работы. Это сборник «Аспекты полисинтетизма. Очерки по грамматике адыгейского языка». Министра Японии хасам чахабзам ебзахабзам хас полисинтетика нашана хажери зажан хатхахаши пахасат хисхадет хачгаши. Почему адыгские языки нам так интересны? Здесь надо отметить прежде всего уникальность адыгского материала. Дело в том, что в адыгских языках нарушаются многие обобщения, которые ранее высказывались в теории языка вообще. А кроме того, абхазо-адыгские языки демонстрируют некоторые грамматические черты, которые являются очень редкими для Европы. Вот и далее я хочу обсудить одну из таких черт. А именно как строится адыгское слово. Ну, конечно, вы все это знаете намного лучше, чем я, но мне кажется важным сказать некоторые вещи вслух. Ну, во-первых, известно, что носители адыгских языков, адыгских диалектов или адыгского языка могут выражать внутри одного слова намного больше информации, чем носители большинства европейских языков, так называемых языков среднеевропейского стандарта.
адыгэб зэпсалъэм псори зэращӏэщыкӏыжи информацие жыхуэбэн хуэдэ ӏуэхугъуэхэр куэдкӏэ нэхъыфӏу къызжиуду къыпхуэӏуэтэну щытщи, ар зэбгъапщэ европейбзэхэм нэхърэ. Абыкӏэ псалъэ информация къэпӏуэтэныр зэпыудауэ уэдыж къызэрыкӏуэр. Ну вот мы видим в данном случае на слайде, что одно слово может выражать значение «я не могу себя воспитывать», «заставлять сожрать». Псалъэм хьэдыркӏэ шапхъу къэсхьынщи, зысфӏэгъэсэжрэп, зысфӏэгъэсэжкъым. Псалъэр шапхъу къехь. Абы жиӏами плӏэкӏэ. Кроме того, как мы уже видели вчера, адыгские слова могут иметь очень большую длину и очень большую сложность. На слайде вы видите одно слово, то, что я перекувырнулся, которое было дано мне в качестве самого длинного слова адыгейского языка. Хотя на самом деле я знаю, что к нему можно добавить еще префиксы и суффиксы и сделать его еще длиннее. Последнее слово сочинили носители вестонийского диалекта, когда я им как раз рассказал историю про самое длинное слово адыгейского языка. Так как, конечно, каждому аулу хочется иметь слово, которое будет еще длиннее. Хотя я вижу, что вопрос о самом длинном слове не имеет смысла, так как такие слова можно конструировать по ходу речи. И в отношении таких языков встает вопрос, можно ли для них использовать модели описания, которые были созданы для языков типа латинского, английского, русского. Я думаю, что скорее нет. Хотя, конечно, преподавание и описание адыгских языков во многом основаны именно на таких моделях. Вот я хочу подчеркнуть, что это не проблема лингвистов. Дело в том, что адыгским языкам очень повезло с лингвистами, которые их описывали. На самом деле это проблема лингвистики, которая долгое время была ориентирована на языки типа английского и русского. Арзи қиыныр, арзи гуғыр, езді зәшаны ғарасшы, бейізді ұжыны ғарасшы, иләс пшығатқы тандыры, Европейм шызы бобзэхым, яғапсычым тразучыры, адигабзен қызарға хатван. Приведу два примера. Ну вот, есть такая идея, что существует словарь, который является списком слов, которые являются общими для всех носителей языка.
Я мабей офча шапхит шаши я пашапху пасхна мраши. Псаллалъым псалъэ пухыкӏам зэхуэмыдэхэр зыщытӏагъэкӏэ псалъэ пухыкӏахэм къыщигъэщӏкӏэ апхуэдэ зэбгъэдэбгъув, апхуэдэу къытекӏ псалъэхэр зэкӏэлъыпӏын пӏэрэ. Но известно, что для адыгских языков, как и вообще для полисинтетических языков, эта идея проблематична. Полисинтетик нащэнэ зыхэлъ бзэхэм апхуэдэ псалъэ зэбгъэдэгъэувэкӏэ куэду зэрыкъиныр ар нэрылъагъущи. Поскольку нет четких критериев, которые можно использовать для того, чтобы принять решение, что включить в словарь. Есть другая идея, что для каждого слова, у которого есть словоизменение, есть список некоторых форм. Ну, как, например, в турецком алмак, алыйорум, алыйорсун, алыйор, вот и так далее. Или в русском брать, беру, берешь и так далее. Европей гадхачамча, Европей губшисачамча, псалъэм фашизм лӏэужьыгъуэхэр щитӏагъэу псалъэ гуп къыщытепщӏыкӏын дежкӏэ псалъэм хьэтыркӏэ алмак къызощтэ, алыйорым. Нтӏэ алмак къэщтэн, алыйорым къызощтэ, алыйорсун къыбощтэ жеӏэ. Мыр хъугъуэ пӏэрэ? И на самом деле описание адыгских языков наполнено списками таких форм. В некотором смысле это вопрос традиции. Тем не менее, на самом деле, многие формы слов в адыгских языках могут строиться несколькими путями. Псалъэм къытекӏынкӏэ фащэ зэхуэмыдэхэр щитӏагъэу псалъэ лӏэужьыгъуэ къытекӏынухэр гъэпсыкӏэ зэмылӏэужьыгъуэхэр яӏэу къэкӏуэнкӏэ хъунущ. Слъэгъугъапэ, слъэгъупагъэ. Вот и, соответственно, формы слов неестественно задавать списками. Мис апхуэдэ зэблэгъэувыкӏыныгъэхэр, апхуэдэ зэмыщхьыныгъэхэр къызэрыхэкӏым ипкӏэ псалъэм фащэ зэмылӏэужьыгъуэхэр щитӏагъэкӏэ къытекӏ псалъэхэр зэкӏэлъыбгъакӏуэу псалъалъэу къезэгъуу къысфащӏынущ. Таким образом, в адыгских языках слова не могут быть этим заданы списком, ни лексемы, ни их формы. Гупшысэхэр аращи, адыгэбзэм и псалъэхэр мис апхуэдэу къытепщӏыкӏ псалъэ фащэ лӏэужьыгъуэ щитӏагъэхэмкӏэ зэкӏэлъыбгъакӏуэу хъуну къэпхри. Вот и напротив, адыгское слово может строиться на основе сочетания отдельных относительно автономных элементов. Адыгэбзэ псалъэр езыр къапщтыщтыщтмэ, мыхьэнэ зэмылӏэужьыгъуэхэр зиӏэпкъыгъуэхэмкӏэ зэхэувэнущ. Таким образом, построение слова в адыгских языках во многом оказывается сходно с построением целого предложения. Псалъэр пкъыгъуэкӏэ щызэпкъырыувэм и дежкӏэ абы игъэпсыкӏэм еплъыжмэ, ар куэдкӏэ унэгу къыщӏэгъэувэж псалъэухам игъэпсыкӏэм. Вот несколько доказательств. Во-первых, значение слова зависит от порядка его частей часто. Ну вот два примера даны на слайде. Я знаю, что многие захотят еще к ним добавить слово «теон», но так тоже говорят в отдельных диалектах. Адыгэбзэ псалъэм и мыхьэнэр псалъэм пкъыгъуэхэм зэкӏэлъыкӏуэкӏэм елъытащ къыбгурыӏуэныр. Гущӏэшъожьыгъ, гуфӏафэ зэтригъэуащ, гущӏэжьыщӏуа, гуфӏафэ закъыфӏигъэщӏащ. Вот и при этом порядок элементов, то есть, опять же, некая вариативность в порядке элементов обычно играет роль при построении предложений, но не при построении слов в других языках. Псалъэр зэрызэкӏэлъыкӏуэм, а псалъэухам къызэрыбгурыӏуэныр нэхъыбэу зэлъытар псалъэ зэкӏэлъыхьыкӏэм и мыхьэнэращ, а мыхъумэ псалъэм пкъыгъуэхэр зэрыхэувэракъым. Кроме того, одна и та же операция по построению этим словом может использоваться больше одного раза.
Зепсалам хавурват кован катригазажра какуанчара хунаши псалафаша паужгор. Ну вот, как в примерах, которые даны на слайде, например, в первом из них дважды используется префикс «фэн». Префикс «фар» тоне кашуку саффетхе, жече хоть шапхакэ. И очень интересный последний пример. Один замечательный человек, но, однако, неизвестный мне, в Майкопе, хвастаясь длиной адыгейских слов, дал мне слово, в котором было 3 суффикса прошедшего времени. Я спросил у Ачадана Муховича Абрегова, можно ли так сказать, и он сказал, что нет. Но другая моя знакомая в Майкопе с не очень хорошим выражением лица сказала, что вообще так иногда говорят. И здесь мы видим интересную вещь. Оказывается, что разные носители языка могут строить слова разной длины. Одни легко строят огромные слова, другие только маленькие, и при этом запрещают огромные. Такая вариативность говорит о том, что такие сложные слова не всегда входят в список слов, который является общим для всех говорящих. Вот очень кратко еще одно интересное свидетельство. Значит, дело в том, что много материала о языке могут нам дать ошибки. Вот и в живой адыгской речи легко встречаются паузы и оговорки посреди слов. Для русского и европейских языков такое невозможно. Каков итог? В идеале, по-видимому, правила построения адыгского слова должны описываться не как списки лексем и их форм, но как определенные правила сочетания разных частей слова. Вот это не вполне соответствует традиции, и мне было бы интересно представить, как выглядела бы теория языка, если бы она создавалась не на основе греческого языка, а на основе адыгских. Вот и в любом случае, на практике, я уверен, что даже описание в рамках имеющейся традиции должно, по крайней мере, учитывать эту специфику адыгского слова. Большое спасибо, Тхашве Рафсун.